Большинством «за» региональный парламент одобрил сегодня закон о поправке Конституции РФ о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. В Народном собрании прошло внеочередное 72-е заседание. В нем приняли участие представители администрации главы Ингушетии, правительства, прокуратуры, Министерства юстиции и уполномоченный по правам человека. Закон о поправке Конституции России о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти обсуждают сегодня депутаты Народного собрания Ингушетии. Он включает в себя более 200 поправок, которые закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, касаются семейных ценностей, территориальной целостности, признания детей приоритетом государственной политики. Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Ибрагим Боков подчеркнул, что положение законопроекта направлены на обеспечение безопасности страны и суверенитета государства. С 3 января законопроект был принят в первом чтении, и ко второму чтению поступило около 400 поправок, где более половины были внесены в закон. Принята поправка об обнулении предыдущих президентских сроков. Лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, не сможет снова стать кандидатом на пост главы государства. Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин России, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства. Поправки в основной закон запрещают действия по отчуждению части территории России, а также призывы к ним. Изменения внесены и в 68-ю статью Конституции. В частности, государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык, как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. При этом прописано, что Россия гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка. Браком в Конституции признается союз мужчины и женщины. Вводится норма о государственной гарантии минимального размера оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума. Индексация пенсии осуществляется не реже одного раза в год. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Аздоев отметил, что поправки по социальным обязательствам наполнят основной закон России конкретными нормами услуг государства перед своими гражданами. Важным аспектом является положение об обеспечении адресной социальной помощи, так как благодаря этой мере общество будет видеть положительную динамику улучшения уровня жизни не по объему выделенных средств, а по тому, насколько улучшено благосостояние конкретного человека или семьи. Также поправки в Конституцию прокомментировал и исполняющий обязанности первого заместителя председателя Михаил Илезов. Минимальный размер оплаты труда за 15 лет увеличился в 12 раз. При этом, согласно новым поправкам в Конституцию, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Также закрепляется обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. Не секрет, что пенсионеры – это одни из наиболее ущемленных слоев населения, и вопрос индексации пенсий находится не на приоритетном уровне законодательства. Таким образом, проведение индексации не носит первостепенный характер для государственных органов, но появление в основном законе нормы, требующей ежегодной индексации пенсий, не оставит альтернативы для соответствующих структур по этому вопросу. Все это безусловная гарантия основного закона на закрепление достойных выплат для граждан для увеличения их благосостояния. В обсуждении законопроекта на заседании в Народном собрании приняли участие 28 депутатов из 31 действующих. После краткого обсуждения единогласно приняли постановление об одобрении закона Российской Федерации о поправке Конституции России о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Подводя итоги заседания, спикер парламента отметил, что сегодняшние поправки в Конституцию страны нацелены на создание сильного, социально ориентированного государства. Также Магомед Индиев отметил, что в ближайшее время в регионе отметят две знаменательные даты – 250-летие единения Ингушетии с Россией и 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Мы были первые. Мы революцию первую поддержали. Благодаря поддержке ингушского народа на Северном Кавказе установилась советская власть. Золотыми буквами эти слова высечены. Поэтому свою роль перед государством мы не позволим никому задержать. Никому.
Уважаемые депутаты, у нас хорошая знаменательная дата, будем отмечать этот праздник. У нас мы накануне 75-летия победы над фашистской Германией. Вы знаете, что у нас более 60 героев России, Советского Союза, более 60. Из них многие до конца не получили звания по каким-то понятным, ну, нам понятным причинам и совсем непонятным. Значит, многих из них уже мы представили, чтобы, значит, справедливость восторжествовала. Мы любим свою страну, мы любим свою родину и будем защищать ее всегда. Общероссийское голосование по поправке Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда России на закон. Поправки в Конституцию внесут, если их одобрят более 50% участников голосования 22 апреля. Диана Дударова, Жеридат Халухоева. Новости 24.